Это очень здорово, иметь такую профессию, чтобы просто рисовать каждый день. В нашей профессии вот кажется, вот научился чему-то, что-то научился рисовать, но через пару лет смотришь на свои работы и понимаешь, что зря так думал. Не знаю, кто не любит пейзаж. Мне скорее нравится больше возиться с краской. Это не значит, что вот писать пейзаж – это увидеть и срисовать все вот как есть. На вступительных экзаменах она такая шла уверенной походкой. Ну, в принципе, я тоже так хожу и смотрю, человек как-то вот близок мне. Если муж и жена художники оба, это, я думаю, это подарок судьбы. Я рисовала, видимо, как все так. То есть, но не то, что постоянно, не могу сказать, что у меня постоянно был карандаш или кисточка в руках. Потом уже где-то, когда в последних классах школы, уже, наверное, уже когда появился такой выбор, уже стала думать о том, кем мне быть. И уже как-то у меня желание появилось попробовать эту профессию. Почему нет? Отец всегда мне рассказывал с удовольствием, ему всегда этим очень нравилось заниматься. Я думаю, ну попробую, как у меня это все будет. Лет, наверное, в 14, в 13 начала рисовать. И все, и начала. И потом уже нельзя было заставить меня рисовать. И я отправилась к художнику в мастерскую Гришкевич Александр Николаевич, такой есть художник. И за год как бы он должен был подготовить к училищу, то есть уровень такой. То есть вместо художественной школы. В художественную школу я не ходила. Ну и за этот год, конечно, этого года мне уже было достаточно, чтобы понять, что это занятие мне очень нравится. Это очень здорово, иметь такую профессию, чтобы просто рисовать каждый день. Ну, чудесная профессия, просто мне так кажется. Я родился в семье не художников. Так получилось, что с детства, ну вот в принципе, сколько я себя знаю, сколько я себя помню, столько вот с того времени я, получается, держал или карандаш, или фломастер, или просто ручку в руках, рисовал постоянно. Рисовал, в принципе, все, что видел, все, что представлял. Я еще был вот такой, маленький совсем. Ну, моя мама заприметила мои какие-то вот мое хобби, мои какие-то вот такие вот находки, и решила отдать меня в художественную школу. Вот, в принципе, я отходил, наверное, лет 6 в художественную школу, вот пока учился в обычной школе. И, ну, как-то я понял, что, в принципе, это, наверное, все, что я умею делать лучше всего. Ну, из того, что я умел делать на тот период, это я делал лучше всего. Папа как бы мог какие-то давать напутствующие советы, но чтобы конкретно вот подготовка, такая как репетиторство, такого, конечно, не было. Так я всегда смотрела на него, училась у него, и до сих пор, конечно, часто мне говорят, что я в своем творчестве на него похожа. Показывал, рассказывал, все, но это не говорит о том, что она внимательно слушала. Мы с отцом ходили тоже несколько раз на этюды, у меня был небольшой такой этюдник, мы с ним писали природу, но это все еще тогда, видно, я и тогда еще не так задумывалась об этом, как о выборе профессии. То есть я так для себя, то есть это мне было в удовольствие, мне было интересно с папой общаться, смотреть, работать, но тогда я не думала, что я буду так работать всю жизнь. Я, как и все школьники, любил и в книгах порисовать. Конечно, это нехорошо, сейчас я понимаю, книги – это золото, но все же любил и подрисовать какие-то волейбольные мячи скульптурам и так далее. Я очень любил возиться с краской, причем неважно с какой. И в принципе, с самого детства я занимался граффити, я ходил, рисовал, то есть по улицам. Нелегально, конечно, потому что, ну, еще был молодой совсем. В академии тоже, конечно,
по-разному люди относились. Ну, больше, конечно, с других курсов смотрели так на меня. Ой, так вот, что вот блатная, поступила, наверное, по блату там. Но в моей группе, в общем-то, где уже я с людьми так общалась близко достаточно, то есть целыми днями мы в мастерской были, и, конечно, там уже никто так ко мне не относился. Я сложно поступил в колледж со 2-го раза. А дальше как-то пошло, не знаю, мне кажется, просто еще больше начал работать и в академию поступил не с такими большими вопросами. Вот. Хотя периодические вопросы с рисунком были. По-моему, я их взял со 2-го курса и вот вел почти до диплома. И курс был очень такой замечательный, и дружный, и очень работящий, скажем так. Они очень хорошо работали, и как-то не нужно было их там из-под палки все это, как это и порой бывает иногда. Они очень так, как говорится, ловили на лету каждое слово, очень внимательно относились ко всем замечаниям. Мы с Вадимом учились в одной группе, но у меня с ним получилось так же, как я вообще говорю, с живописью. То есть я присматривалась, интересный парень, симпатичный, но никогда не рассматривала, что это будет моя жизнь. Точно так же, как с картинами. Ну и где-то уже к последним курсам мы стали только как-то плотнее уже общаться, и уже как-то, может, уже как-то, не знаю, немного повзрослели и стали уже сужать свой круг вообще того, что вот интересует, и как-то увидели, что какие-то точки соприкосновения у нас есть, и какой-то интерес, и уже на последних курсах вот мы поженились. Пришли, поставили перед фактом, вот мы будем жить вместе, там, будем расписываться. Хорошо, все. Я еще говорю, что мы как бы не против, да. Она говорит, так я вас не спрашиваю. Я ее заприметил еще на вступительных экзаменах, она такая шла уверенной походкой. Ну, в принципе, я тоже так хожу и смотрю, человек как-то вот близок мне. Вот. И потом, мы очень хорошо общались во время учебы, постоянно, мы в группе постоянно общались в мастерской, все будние дни. В академии их мольберты стояли вместе, шепчутся, Оля там шуточки шутит. Я думаю, что самое тяжело, когда в доме женщина художник, а мужчина не художник. Если мужчина художник, а женщина не пишет, я думаю, все может быть в порядке у него с творчеством. А вот во многих семьях, где, допустим, женщина художник, а мужчина нет, высока вероятность, что быт ее поглотит, и она перестанет заниматься тем, что она любит. А если мы вдвоем пишем, то тут уже никаких нет сомнений в выборе профессии. И, моя бабушка говорила, аппетит приходит во время еды, она была права. Чем больше пишешь, тем лучше получается. Если у тебя рядом есть пример, у кого рядом тоже хорошо получается, тебе тоже хочется, это тебя вдохновляет. Вот я смотрю на работы моего мужа, и мне кажется, что он, как художник, он сильнее, чем я. Она хочет казаться такой уверенной, на самом деле. Копнешь глубже, она такая, девочка, мягкая, там, где-то ее надо погладить, там, обнять. Девчонка, что сказать. Главное в семье, надеюсь, что Вадим. Да, она любит командовать, очень любит. Любит, чтобы ей подчинялись. Вот я не знаю, хорошее это ли качество для художника или нет. Очень часто возникают такие вот серьезные проблемы внутрисемейные, когда две творческих личности, когда кто-то там более успешен, другой менее успешен. Как-то есть примеры разные. Я говорю, дай Бог, чтобы вы не повторили судьбу тех пар, которым очень сложно плясать на одной площадке, скажем так. У них нет ведущей ведом, они так два крыла с самолета. Кто из них важнее? Тут ясно, что каждый из них хочет быть личностью. И это нормально. Поэтому я думаю, что они это знамя понесут вместе.
2 руками. Вокруг себя держала всю группу. У нас была девичья группа, как-то так сейчас получается. Вот, где-то 12 человек, и 10 из них девочки. Вот Оля была у нас самая главная. И все заварухи не проходили мимо. Художники, они вообще все такие зажатые. Такие. Человек в себе. Ну, в общем, часто. У актеров это наоборот как-то. А Оля редко, просто редкое качество такое, мне кажется, у художников. Такая активная жизненная позиция. Живая. А Вадим, он спокойный. Он такой очень добрый. Очень чувствительный. К нему так деликатно нужно относиться, бережно. Вот, и Оля как-то умеет и жизнь ему дать, и понять его. Вот они как-то... Такая пара, мне кажется, редко можно понять. Вот художник... Они всегда... У художников какая-то между собой такая небольшая борьба взглядов, вкусов. Они умудряются жить вместе и работать вместе. Мы с Вадимом люди, вот мы очень разные по психотипу, то есть даже не просто, можно сказать, разные, а вообще противоположности. Если он такой вот интроверт, то я скорее очень импульсивный экстраверт. И я думаю, что это в жизни и вообще во всех направлениях жизнедеятельности, оно как-то в принципе проявляется. То есть, допустим, в творчестве я должна как-то вот делать работу быстрее, пока у меня внутри есть некое горение к этому. То есть у меня есть желание, я должна срочно начинать работать. Я не могу длительно делать эскизы. Вадим работает абсолютно противоположно. Он долго думает, сочиняет эскизы, составляет. Это все очень длительный процесс. Я такой человек по натуре спокойный, и мне, допустим, вот я вот получал истинное удовольствие, находясь самим собой. Вот. Я люблю общаться, все, но скорее вот какое-то погружение в себя, поиск чего-то, какой-то формы, наверное, для меня было, но тут важный момент тоже очень важный. С Вадимом они, наверное, взаимодополняют, и в то же время вот это несоприкосновение их творчества, то есть разные позиции, в какой-то мере общие принципы, они одинаковы, но в частностях они очень здорово расходятся, конечно. Оля не боится мощного такого открытого цвета. Вот. Вадим в какой-то мере более такой сдержанный, консервативен. Сейчас у них самый сложный период, потому что это период становления. Я ведь тоже себя там вспоминаю, что, естественно, какие-то возникают заимствования. И вот, может быть, там иногда там я и Оля говорю, что, ну, так, немножко надо больше любить себя и внимательнее смотреть в будущее и выбирать свой путь. Я говорю, это, конечно, на это потребуется время, работа очень серьезная, еще поболее, чем вы занимались в академии. Вадим тоже прекрасный художник, отличается и от Оли, от многих других белорусских современных художников. Особенно мне нравится его работа с материалами, с композиционными решениями. Достаточно неожиданные берет ракурсы и какие-то довольно известные предметы помещает в интересную композиционную среду и показывает их по-новому. Но если говорить про Олю, то она, конечно, продолжает традиции белорусского пейзажа и во многом продолжает, естественно, традиции отца, но при этом она уже сформировалась как самостоятельный художник, у нее есть свой почерк, своя манера, свои решения, свои подходы композиционные, цветовые. Конечно, обидно, и чаще говорят, что либо вот ты должна делать в такой вот стезе, как он, похоже, но ты всегда будешь как бы вот на втором плане, либо делать абсолютно что-то другое. И, конечно, очень сложно, потому что я знаю, что уже если делать похоже, как он делает, в его стиле, конечно, его я никогда уже
не получится у меня, так сказать, перегнать. Но если я люблю пейзажем заниматься, и только из-за того, что мне говорят, что вот ты похожа, вот тебе не стоит, будешь всю жизнь в тени, я не думаю, что я буду из-за этого бросать это занятие. Все говорят, вот папа поможет. Это кажется, как бы так. А вот стать, не быть на вторых ролях и как бы гордо нести фамилию, что это очень ответственно. Вот. И вот Оля, поэтому она такая какая-то очень целеустремленная, и это настолько трудолюбивая. Она боится, понимаете, она боится меня спрашивать, боится меня слушать. Почему? Потому что, чтобы ее работы не были похожи на мои. Вот в чем задача. Поэтому она хочет так. Ну, это нормально, это ее жизнь. И они еще, я считаю, немножечко, так сказать, на распутье. Потому что человек, который заканчивает и получает высшее образование, он ведь сразу не обретает самостоятельный, как бы, находит путь и почерк узнаваемый и определяемый. Они потихонечку, так сказать, освобождаются от тех влияний возможных каких-то контактов, которые были в процессе учебы. Ну и у Оли, конечно, мощное воздействие, она упорно хочет преодолеть. Вот то, в чем ее иногда там пытаются упрекнуть, это влияние отца. Пейзаж, конечно, ну это такой жанр, то есть он тоже достаточно сложный, потому что это не значит, что вот писать пейзаж – это увидеть и срисовать все вот как есть там на улице. Нет, это не то. Там те же самые действуют законы, композиция, колорит, все состояние. Я не знаю, кто не любит пейзаж. Вот любой человек, он любит природу. А кто не любит природу, тот любит город. Это тоже пейзаж. То есть, ну это такое, ну это не может не нравиться. А если какое-то состояние, какое-то интересное, вечернее, какое-то закатное солнце, что-то, какие-то всегда вызывают теплые воспоминания. Я думаю, что у многих людей детство больше, как-то они больше времени проводили на природе, там лазили по деревьям, там где-то бегали по траве босиком. И, конечно, с детства у всех какие-то теплые воспоминания о детстве есть. У художников всегда вот процесс вот этот мышления, он всегда присутствует. Вот, не знаю, я вот часто, или когда ложусь спать, что-то думаю, что же вот все-таки, как бы лучше свою идею улучшить или доработать, или вспоминаю какие-то из детства, из жизни своей, какие-то воспоминания, истории. Вот у меня есть такая работа, называется «Домой». Вот, там деревянные доски и ключи висят. То есть я вспомнил, как у моей бабушки висели эти ключи, и вот какой-то такой образ у меня всплыл в голове, я закомпоновал, и получилась такая достойная работа. Это портрет моего родного дедушки, который был часовым мастером. Эта работа называется «Хранитель времени». То есть она не только про профессию, она вообще про вот временную нить, которая связывает нас, поколения. Часто задают вопрос, если бы вы когда-то могли поговорить с любым существовавшим человеком, когда-либо на Земле, с кем бы вы хотели пообщаться? И я как-то тоже задумалась, вот если бы со мной такое. Наверное, я бы хотела пообщаться со своим дедом, потому что по рассказам отца это был невероятно интересный человек со своим каким-то сложным очень характером, но я писала диплом о нем, я написала эту композицию о нем, и я бы хотела его еще получше узнать. Он умер, когда еще мне не было годика. Не скажу, что я прям пейзажист там до мозга костей, вот, и надеюсь, что разнообразие моих работ с каждым годом будет все более объемное, обширное, так сказать. Сейчас я делаю это уже на профессиональной основе, то есть я выполняю заказы, вот, и делаю стрит-арт-объекты. Ну вот и пытаюсь совместить то, что я с детства любил делать, и что я взял уже, так сказать, в профессиональном, да, вот, обучении, то есть это и колледж, и академия. Пытаюсь это совместить, сделать такую вот
ну, интересную свою какую-то историю, да, свою историю. Я использую кракелюрные лаки, я совмещаю масляную живопись с акриловой, с баллоном с краски. Ну, в принципе, все, что будет под рукой, я могу это использовать. Ну, единственное, ляжет ли это на мою идею. Я, конечно, вот говорил и Вадиму, что, ну, может быть, какие-то шатания. Это естественно, но все равно надо все равно как бы выкристаллизовываться и находить свой этот вот камешек. Стиль свой еще только в процессе разработки, так сказать. Но даже не то, что я его ищу, прям вот задался, сел и думаю, вот какой же мой стиль. Нет, он придет сам по себе. Просто я думаю, что надо много работать, и он придет. Вы любите там какие-то омуты, неважно что, любите вы там туманы, и вот эту тему вы должны как-то так каждый найти и разрабатывать. Я говорю, не знаю, что это может быть, но в этом вы тоже должны быть оригинальными, неповторимыми, вот в этом своем направлении лидерами. Тогда будет много пейзажистов, но все будут разные, и каждый будет востребован. А так, я говорю, вы же видите, на рынке нашем очень пейзажном, очень тесной. Меня ничто так не вдохновляет, как когда я смотрю хорошие какие-то работы других художников. Это может быть и на выставке, и в альбомах. Ничто другое так не стимулирует к творчеству. Ты видишь и думаешь, боже, люди делают такие невероятные вещи, а ты просто сидишь, и у тебя же все для этого есть. Я, если честно, иногда могу перед работой и плакать, и нервничать, и что только не происходит со мной. Потому что бывает, я очень сильно переживаю, и бывает в работе такой момент, когда ты ведешь работу, и тебе кажется, что уже вот скоро и близко уже финиш, и вроде все неплохо, а потом что-то ты меняешь, и ты уходишь вообще назад на какую-то отправную точку, и ты можешь вообще потом эту работу просто не закончить. Чаще всего меня успокаивает, когда мне муж говорит, что у меня были какие-то неплохие работы. Вот это меня успокаивает больше всего. Иногда я прихожу к эмоциональному такому напряжению, и мне кажется, что все, что я делаю, это плохо, что просто я вообще, ну как я вообще не художник, зачем я училась, просто хочется бросить кисти и уйти вообще чем-то другим заниматься. Роста у тебя не будет в работах, когда ты думаешь, что ты все сделал хорошо и все прекрасно. Они идут от таких естественных впечатлений, от того, что они видят в жизни. Это важно. Потому что умозрительные композиции, ну, они иногда могут заинтересовать, но в конечном итоге, как я уже говорил, они вряд ли иногда трогают зрителя. Зритель, тоже его не обманешь. В нашей профессии, вот, кажется, вот научился чему-то, что-то научился рисовать, но через пару лет смотришь на свои работы и понимаешь, что зря так думал. Вдохновение, оно на самом деле существует, но оно должно застигнуть вас за работой. Хочется раскрыться полноценно как художник, то есть быть личностью, быть на самом деле, ну, не просто вот человек, который рисует красиво или пишет, а человек, который делает на самом деле искусство, достойные вещи, которые могут быть актуальными и через 5, и через 10, и через 20 лет. С годами будем меняться, и не знаю, куда меня это принесет река. Буду я реалистом, абстракционистом или вообще не знаю, чем я буду заниматься через 10-20 лет. Мне хочется работать. Я вот как-то получила от этого когда-то большое удовольствие и поняла, что это мне нравится, и сейчас продолжаю получать. И хотелось бы, чтобы работы выставлялись, чтобы люди их видели, чтобы иногда они покупались, и даже не просто для финансовых благ моих, а вообще, чтобы работа потом жила своей жизнью, чтобы она кого-то радовала, чтобы не стояла у меня на полке, чтобы кто-то смотрел на нее, получал от нее удовольствие. Конечно, это большое счастье, если ты сделал что-то, что кому-то другому приносит большое удовольствие. Это самая лучшая награда за труд.